11:59 вечера Лина получила звонок с собственного номера. Трепещущий голос произнес «Не доверяй ему». Линия прервалась. На следующий день она проигнорировала предупреждение. Ночью ее телефон снова зазвонил. Тот же номер, тот же голос. Но на этот раз он шептал «Я тебя предупреждал». В журнале вызовов был указан звонок, запланированный на завтра. Лина нервно ходит по своей гостиной, поглядывая на часы, которые тикают к полуночи, страх написан на ее лице. У окна появляется тенистая фигура, едва видимая при свете луны, создавая зловещую атмосферу, когда Лина замечает что-то странное в краю своего зрения. Лина, теперь сидя на своей кровати с одеялом вокруг плеч, крепко держит телефон, пристально вглядываясь в экран с решимостью. На экране телефона вновь отображается входящий звонок с ее собственного номера «Время». 11:59 вечера, и ее рука колеблется, не зная, стоит ли ответить. Лина, наконец, отвечает на звонок, ее выражение лица меняется от страха к решимости, когда она подносит телефон к уху, готовая столкнуться с загадкой. Комната слабо освещена единственной лампой, отбрасывающей длинные тени на стены, в то время как лицо Лины, полное решимости, освещено светом телефона, пока она готовится к тому, что может услышать.